Согласно статистике Ростехнадзора, в прошлом году в стране в результате аварии при эксплуатации лифтов погибло 5 человек. Еще 6 получили травмы. Анализ трагических случаев показал, что основными причинами являются нарушения обязательных требований, установленных техническим регламентом эксплуатации оборудования. Та ситуация, которая сложилась у нас в республике, в лифтовом хозяйстве. Дома строим, дальше будем строить. Однако оказалось, что у нас нет ни одного специалиста. 370 лифтов и ни одного специалиста в республике. На все эти лифты ни одного документа нет. Вообще нет. Вот по-хорошему, сейчас это все надо остановить, и всех пешком ходить будут. По закону. У меня в голове не укладывается, как можно эксплуатировать лифт, который не имеет паспорта, не прошел регистрацию в Ростехнадзоре, не прошел техническое освидетельствие. Это преступление просто, понимаете? Продолжаться так не может. Жить так дальше нельзя. С целью приведения лифтового хозяйства республики в соответствие правилам, приглашенной экспертной компанией «Титан Лифт» с начала года был утвержден план мероприятий по обеспечению надлежащей и безопасной эксплуатации лифтового оборудования и разработана дорожная карта. К настоящему времени проведено экспертное обследование 131 лифта на 52 объектах бюджетных учреждений республики. Предстоит работа по проверке муниципальных лифтов жилого фонда, а также приведение всего лифтового хозяйства республики к нормам. По словам руководителя организации Владимира Сенникова, компания также будет вовлечена в подготовку специалистов для обслуживания и эксплуатации лифтов. Лифты не соответствуют требованиям норм и правил при эксплуатации лифтового хозяйства. В части отсутствует контроль диспетчерский за работой лифтов, не налажена работа аварийных бригад по освобождению из застрявших кабин лифтов, отсутствует техническая документация на эксплуатацию лифтов. Специалисты, которые обслуживают, имеют недостаточную квалификацию. Ну и, в общем-то, не заключены договора на само техническое обслуживание лифтов. В дальнейшем необходимо провести также натурное обследование лифтов жилого фонда и, значит, организовать работу ремонтной службы, которая бы комплексно, планово начала бы работу по налаживанию ситуации, по приведению лифтового хозяйства и поддержанию в нормальном техническом состоянии лифтового хозяйства. Специалисты есть готовые, пока планируем вахтовым методом направлять к вам сюда готовых специалистов и постепенно из молодых людей или желающих трудоустроиться готовить уже специалистов из местных жителей. По поручению главы республики на базе Северокавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова уже начата профессиональная подготовка электромехаников по лифтам и специалистов монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий с прохождением последующей производственной практики и трудоустройства. Первый поток выпустил 15 специалистов, во второй набрано 9 человек. Глава региона отметил необходимость строгого соблюдения соответствующих правил и технических регламентов, а также подчеркнул, что руководители ответственных органов понесут личную ответственность. Изучить, мониторить тот или иной министр, глава района, кого у вас не хватает. Вот если у нас посчитать, мы специалистов в любой области инженерной сложности приглашаем с других регионов. Мало того, 16 колледжев, да, 16. Однако ни одного специалиста не готовят. У нас безработица. Значит, мы, берем специалистов с других регионов, значит, даже какие-то плановые регламентные работы выполняем. Приезжает у нас, приглашаем опять, и все у нас с бюджета. Вот у нас ни одну в гуманитарный вуз не направляем. Только в технические вузы поедут. Вот я уже дал такое указание, мы уже подбираем, и у нас с республики ни одно направление целевое не будет, кроме как технические вузы. Авиационные пусть идут, политех пусть идут, информационные технологии и тому подобное. Нам нужны энергетический институт, строительный институт, но специфику надо делать. По факультетам я имею в виду. Вот. Берите специалистов, которые нужны вашему субъекту, то есть городу или району.
подбирайте их. Кроме того, руководитель субъекта поручил вице-премьеру Тимуру Фаттахову взять ситуацию под личный контроль и предоставлять доклад о ходе работы. Просто надо максимально обеспечить безопасность и поэтапно, через год-два, чтобы этот вопрос снять, чтобы он в режиме, вот шел в правильном режиме работы и обеспечил жизнедеятельность населения наших, жителей наших и безопасность их. Хава Султыгова, Новости 24.